Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 7 марта. Медали, почетные грамоты и благодарственные письма. Более 30 женщин в канун 8 марта получили госнаграды от президента. Досрочное голосование прошло на высоком уровне. Комиссия по выборам президента Российской Федерации провела очередное заседание. Неповторимый стиль и прекрасное владение астинской речью. Репортаж об одной из первых дикторов гостелевидения. Более 30 представителей прекрасной половины человечества в преддверии Международного женского дня получили государственные награды от президента Анатолия Бибилова. Среди них представители разных сфер деятельности. Роза Тедеева продолжит. Женщины – украшение повседневных будней. И, как правило, во всех организациях лучшими работниками являются именно они, отметил Анатолий Бибилов, приветствуя гостей по случаю 8 марта. Представители разных ведомств были приглашены на торжественную церемонию награждения к президенту. Анатолий Бибилов поздравил прекрасную половину человечества с их днем и подчеркнул необходимость чествования женщин не только в Международный женский день, а ежедневно. زردنا فترة كنا نزنا بسوي مكتب كذا نكوا نقول ما بشرني شوي سماخنا ويكت من سماخنا لوركني كت وورزن جينات ورسول خاص ونبينون تقرم جينات أتبتشي أنا أقول ما بشر شقدر شوي فندم شماي وبينون وأخذت رسول جينات شماي بشر لي ده ما كخشفت من ده أو خطر فجأة ماضي ميرمين مش دريتر وفنتيسة وقدتيسة هادون سخسوي أما هذا يوز خزدر انبلد وبرد منه استا مرتب. Среди приглашенных к президенту представители разных сфер, в их числе люди, которые долгие годы проработали в системе внутренних дел. Одна из них – Лунда Коблова, внучка героя Советского Союза Сергея Коблова. Ей было присвоено высокое звание «Заслуженный работник органов внутренних дел». Товарищ Верховный Главнокомандующий, полковник Коблова прибыла для получения награды. Пользуясь случаем, мои дорогие, с праздником вас, чтобы в ваших домах, в ваших сердцах, в ваших душах всегда были праздники мира, добра и процветания. Чтобы вы знали, она с честью и достоинством работает в системе Министерства внутренних дел. И это, наверное, у них на генном уровне. Почему? Потому что отец долгое время тоже так же и честно работал в структуре Министерства внутренних дел. Ну, а деда вы все знаете, героя Советского Союза. Поэтому огромное вам спасибо всей вашей семье. Врачи, медсестры, санитарки, часть награжденных представителей парламента республики, сотрудники аппарата, консультанты. Награды были вручены сотрудникам вновь созданного ведомства Югоссельхознадзора. Награжденные были удостоены медалей во знаменовании 25-летия Республики Южная Осетия, почетных грамот и благодарственных писем. Такие скромные люди, вот эта женщина, она мать действительно героя Осетии, которого, мы все знаем, которого взорвали, потерял ноги, но он нашел силы для того, чтобы жить, он нашел силы для того, чтобы воспитывать детей. И вот такие простые наши женщины являются матерями таких выдающихся наших героев. Огромное спасибо вам. Более 30 представителей прекрасной половины человечества получили государственные награды и, конечно же, цветы от президента Южной Осетии. Роза Тедеева, Алим Бетеев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня прошло заседание правительства под председательством Эрика Пухаева. Кабинет министров рассмотрел 5 вопросов. Были заслушаны доклады председателей комитетов и министров. Речь зашла и о порядке предоставления жилья гражданам республики. Обо всем подробно расскажет Зарас Сагузаева.
Заседание правительства началось с приятного. Председатель правительства Эрик Пухаев всем присутствующим женщинам преподнес букеты цветов и поздравил их с Международным женским днем. На повестку дня было вынесено 5 вопросов и 1 дополнительный. С докладом о назначении на должность заместителя председателя Комитета геологии, экологии, природопользования Алана Харебова выступил председатель комитета Балаби Стаутен. Он зачитал справку о кандидатуре Харебова и подчеркнул большой опыт работы в сфере геологии. Было отмечено, что до сих пор не проведены подробные исследования природных ресурсов Южной Осетии, и поэтому эффективная работа в этой области просто необходима. Комитет Южной Осетии уже начал тесно сотрудничать с коллегами из Комитета геологии России. Далее проект закона о переименовании населенного пункта Харишчен Знаурского района представил глава районной администрации Инал Габараев. Ранее населенный пункт назывался Торманеули, теперь жителями был предложен новый вариант, и за него проголосовали большинство, пояснил Инал Габараев. Жители выбрали название Задбадан. С учетом дополнений и того, как будет звучать название на русском языке, документ направят в парламент Республики Южная Осетия. Далее члены правительства поддержали внесение изменений еще в 1 законопроект о жилищной политике. В частности, речь шла о порядке предоставления жилья гражданам республики. В основном относится к тому жилью, которое сгорело и новостроено, и приобрела там дополнительную площадь. И нам трудно сейчас эти приватизированные квартиры оформлять, потому что там лишняя площадь оказалась до 30 квадратов, и чтобы безвозмездно мы могли оформить. Доклад председателя Комитета промышленности, транспорта и энергетики Геннадия Бекоева связан с внесением изменений в постановление правительства. Было предложено более тесное сотрудничество с Министерством экономики. С принятием постановления, которое предусматривает внесение изменений в положение Комитета промышленности, транспорта и энергетики, связанные с разработкой и утверждением расчетов норм технологических потерь в электрических и газовых сетях Республики Министерством экономического развития. Также вносимые изменения в положение Комитета промышленности, транспорта и энергетики, связанные с газификацией и электрификацией районов республики, намеченные на 18-19 годы, так как деятельность по эксплуатации этих сетей подлежат лицензированию согласно закону Республики Южная Осетия о лицензировании отдельных видов деятельности. Считаем необходимым внесение в положение Комитета промышленности, транспорта и энергетики предлагаемые изменения, так как лицензирование деятельности по эксплуатации газовых и электрических сетей должны осуществляться профильным ведомством. Министр образования Наталья Гасева представила на заседании правительства доклад об утверждении предоставления из госбюджета субсидий в 2018 году частным образовательным учреждениям. Эта процедура ежегодная, но в документе было прописано одно дополнение. Школы должны предоставлять информацию о наполняемости классов. Субсидии государство начало предоставлять с 2017 года, и школа «Ирудит» снизила родительские взносы на 50%, а вот взносы гимназии РУХС пока не изменились. Мы прописали наполняемость классов частных образовательных организаций. Это 10 обучающихся, при наличии параллельных классов по 25 обучающихся в соответствии со сводной бюджетной росписью госбюджета республики. В пределах и, в общем, субсидии предоставляются в соответствии с данным документом. Дополнительным пунктом члены правительства рассмотрели внесение изменений в госбюджет республики. Министр финансов Аза Хабалова отметила, что такая необходимость связана с проектом соглашения о союзничестве и интеграции. Увеличение расходов коснется МВД, дополнительные средства необходимы для работы информационно-координационного центра и повышения социальных гарантий. Изменения затронут национальную оборону, планируется ремонт здания, в которое должны перейти Министерство обороны, и приобретение оборудования. Здравоохранение увеличивает сумму средств, выделяемых в помощь малоимущим семьям, на 2 миллиона рублей. Теперь окончательная сумма составит 14 миллионов. Речь идет о том, что 56 миллионов 500 – это то, что МВД выделяется на повышение денежного довольствия и повышение социальных гарантий. Предполагается 2 направления для прокуратуры республики. Это изготовление ведомственных наград и то, что касается приобретения специального оборудования. 1 211 000 – это конкретно касается комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей. Как вы знаете, мы поэтапно идем к тому, что соответствующее лабораторное оборудование уже установлено в комитете. И вот это, я думаю, последний этап их оснащения. Что касается программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, в соответствии с принятым законом в фонд будет перечислено 2%
2% из госбюджета страны. Сумма составит свыше 21 миллиона рублей. Зраса Кузаева, Арсен Гасев, информационный выпуск сегодня. Сегодня состоялось заседание рабочей группы, созданной по распоряжению президента для оказания содействия в проведении выборов президента Российской Федерации. В составе комиссии представители российского посольства, главы районных администраций и города Цхинвал. Созданная по распоряжению президента рабочая группа по выборам президента Российской Федерации провела очередное заседание. 18 марта состоятся выборы. Рабочая группа была создана, чтобы оказывать всяческое содействие в проведении выборов. В составе комиссии представители посольства, главы районных администраций и города, представители СМИ и Министерства образования. 5 и 6 марта прошло досрочное голосование в отдаленных селах республики. Это был первый этап голосования. Хочу отметить, что посольство высоко оценила ту помощь, которая была оказана на местах, в районах. Практически везде голосование прошло хорошо, и вчера, и позавчера. Досрочное голосование прошло на высоком уровне. Для избирателей были созданы все условия. В Дзавском районе голосование прошло в селе Синагур. Здесь проголосовало 87 человек. Второй этап голосования пройдет 12 и 13 марта. Тогда в Дзавском районе проголосуют села Уанил, Рук, Коз, Эрман и Эдис. 18 марта, в день выборов, жители Дзавского района проголосуют в самом поселке Дзав и в городе Куайса. В поселке Знаур также будет открыт избирательный участок. Цхинвальский район проголосует в селе Дменис, а жители Лениногорского района будут голосовать в самом поселке. Все районы в полной мере готовы к проведению выборов. Все жители будут обеспечены транспортом. Правоохранительные органы будут следить за правопорядком и безопасностью. Обеспечение охраны общественного порядка на местах, сопровождение бюллетеня и проведение инженерной разведки, что на сегодняшний день делается. Мы работаем в тесном контакте с работниками посольства, с главами местных администраций, сельских, районных администраций, что возложенные на МВД задачи выполняются и будут выполняться в полном объеме. Все журналисты будут аккредитованы и выдавать информацию со всех районов республики. В городе Цхинвал уже 3 избирательных участка полностью оснащены необходимым инвентарем для голосования. Все остальные участки будут готовы к 18 марта. В посольстве Российской Федерации в Республике Южная Осетия пристально наблюдают за подготовкой и проведением выборов. Главное то, что я думаю, что образец от вашей поддержки страны государства, свидетельство тому комиссия, которая сейчас заседает, это, мне кажется, образцовое отношение между Южной Осетией и Россией. И в плане поддержки, наверное, как образец в мире может выступать, потому что такая помощь, всемирная поддержка и безопасность, и вопросы транспортные и так далее, я думаю, может быть, не каждая страна, далеко не каждая может этим, так сказать, располагать или выразить такую поддержку. На первом этапе проголосовало 1300 человек. Явка везде на предварительных выборах была высокой. Жители республики могут проголосовать и с просроченными паспортами. Это все законно. Одним словом, всем российским гражданам, проживающим на территории Южной Осетии, необходимо прийти 18 марта и отдать голос своему кандидату. Сергей Кочиев, Регина Черткоева, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. В фойе Государственного киноконцертного зала «Чермен» состоялась фотовыставка «Лица добра», организованная благотворительным фондом «Подари крылья». Эта акция благотворительная. Вырученные средства пойдут на лечение больной девочки Сабины Битиевой. Репортаж Фатимы Чочиевой. В преддверии 8 марта в фойе Государственного киноконцертного зала «Чермен» состоялась фотовыставка «Лица добра», организованная благотворительным фондом «Подари крылья» при поддержке информационного агентства «Спутник». На фотовыставке были выставлены фотографии представителей прекрасной половины нашей республики. Здесь каждый присутствующий мог приобрести свою или любую другую понравившуюся фотографию. Часть вырученных средств пойдет на оплату лечения тяжелобольной девочки Сабины Битиевой, а часть на лечение еще 2 больных. Акция проходит очень бодро, весело, красиво, самое главное. И люди проявляют очень активное участие, покупают. У нас очень красивые лица женщин, девушек. И мы также передадим часть средств тяжело больным 2 мальчикам. Тоже часть средств перейдет и к ним тоже. Люди
Люди, посетившие мероприятие, могли оказать посильную помощь, опустив деньги в специальные урны, или же могли приобрести разные подделки, предоставленные частными лицами и организациями. Я вот лично сюда пришел, чтобы хоть пусть свою скромную, но вклад сделать вот для того, чтобы как-то хоть этой девочке помочь. Я знаю, что таких случаев много, но вместе, поэтому я считаю, мы можем это сделать. Поэтому я рад, что я здесь, и благодарю организаторов, что это организовали. И хочу воспользоваться моментом, поздравить всех с 8 марта женщин. Особенно я смотрю очень много фотографий девушек, поэтому с праздничком вас всех и дай Бог здоровья всем. У доброты нет имени, лица, нет города, нет улицы, нет дома. У доброты есть только добрая душа, которая всегда помочь готова. Фатима Чочева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. В канун 8 марта праздничные мероприятия проходят практически во всех организациях. Исключением не стала и Республиканская библиотека имени Анахарсиса. На празднике прозвучали произведения, посвященные прекрасной половине человечества. Анжела Кокоева продолжит тему. С наступлением весны мы отмечаем самый теплый и сердечный праздник цветов и хорошего настроения – 8 марта. Во многих организациях проводятся праздничные мероприятия, посвященные прекрасной половине человечества. Одно такое мероприятие организовал коллектив Республиканской библиотеки имени Анахарсиса. Своих гостей тепло поприветствовала директор Валерия Кокоева. Дай Бог, чтобы мы своих детей воспитывали в любви и под чистым небом, чтобы наше будущее было ясным. Пусть в наших сердцах всегда царит любовь, здоровье, счастье и семейного благополучия всем женщинам. Много добрых строк было посвящено женщине, выдающимися писателями и поэтами. В них они передавали свое отношение к маме, сестре, к любимой женщине. Niçim abafsamadan yakarsa, Hufalamas kalni yaraganmaz. Bafidi woman, darazi yakasta, Rabbin lavaran, дезардая варс. Приятным музыкальным сюрпризом для гостей стало выступление творческого коллектива Дома культуры Селахвцы. В весенние дни превозносится женская красота и нежность. С наилучшими пожеланиями к присутствующим обратился музыкант госансамбля «Симт» Геннадий Хугаев. Приближается 8 марта. Дорогие женщины, я поздравляю вас с вашим прекрасным праздником. Всех вам благ. Здоровья вам всем! Вы для нас организовали настоящий праздник. От имени всех присутствующих женщин я благодарю всех, кто организовал это праздничное мероприятие. Встреча была полна теплых поздравлений и лирических стихов. Анжела Кокоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. В преддверии 8 марта продолжаем серию репортажей о выдающихся женщинах нашей республики. Зарина Кочева расскажет о нашей коллеге, одной из первых дикторов государственного телевидения Хатуне Казиевой. Ее лицо многие помнят до сих пор. Одна из первых дикторов государственного телевидения Хатуна Казиева отличалась своим неповторимым строгим стилем и потрясающим владением остинской речью. С тех пор прошло много лет. С карьерой телезвезды ей пришлось расстаться. Теперь на протяжении многих лет она занимает должность заместителя главы городской администрации. Ее день расписан по секундам, ведь она возглавляет несколько городских управлений. Но несмотря на занятость, Хатуна Руслановна всегда в бодром расположении духа и неизменно прекрасно выглядит. При этом работа не мешает ей быть хорошей хозяйкой. Каждый вечер, несмотря на усталость после работы, любит побаловать разными вкусностями членов семьи. Ирстон саготай хустар масдарит дар сулгуй мактаиз кастарай хистар мавдунан استم مرد برگون ستان مزرده سنزاغه استر انتستتا انانی زیناد ساردامون دمаса قبول تخورайся бовсада усамон стаболавар карат. Дважды бабушка Хатуна Казиева рассказывает, что с рождением Кристины и Давида жизнь полностью изменилась. Появились новые заботы и приятные хлопоты. Трудно устоять и пройти мимо детских магазинов. Ей доставляет радость, как и любой любящей бабушке, радовать покупками своих внуков. Хатуна талантливая рассказчица. Она с удовольствием делится с нами забавными историями о своих внуках. И внуки, в свою очередь,
охотно делятся своими чувствами к бабушке. Я люблю свою бабушку. Она мне приносит платья, игрушки. Я свою бабушку поздравить хочу с 8 марта. Я желаю ему добра, чтобы она была счастлива. Строгая, но справедливая. Для нее важно соблюдать порядок на рабочем месте, делятся коллеги. Но вместе с тем Хатуна Руслановна без колебаний подставит плечо и поддержит, если в этом возникла необходимость. С Хатуной Руслановной я работаю больше 10 лет, знаю ее как человека доброго, отзывчивого, внимательного, как руководителя к своим работникам. С работой на телевидении у нее связаны приятные воспоминания. В суровые для Южной Осетии годы телевидение только зарождалось. Скудные технические возможности и трудные условия работы не мешали энтузиастам делать телевидение. Среди них и она, Хатуна Казиева. Молодой амбициозный выпускник Югостинского вуза, искала себя в журналистике. Находила интересные темы, новые формы подачи информации. Затем заслуженно последовало назначение на должность редактора информационной программы. Ее часто вспоминают коллеги и не жалеют теплых слов в адрес строгой и в то же время отзывчивой Хатуны Руслановны. Хурзмгар, Хурзгалига, Хурзмат. Ахсен хастякум кумедер ханс фазит Хатунамам. Хатуна тенгрогайзунен навазам астероидонен дилемнод макурбасдис кусенма вадайнерма. Нермакста авторун алаверте луифастета нук хаберте дикторай. وديك بير رستجرات ديس ودر أديماغ خورس تلمنتاز أديماغ ما فديس إنكار وصديماغ تزر دمال خدر وقس ويم بايدانس خدابون خاتونای ما رخنالم با أمبلم ودرز ما بون رمس درز مزخنو خورس أديماغ كيوي أما كو أمبلم بايدام در أخصص جوناي كرازيل فتين كنم رئيسم گازدونی نسان کنزنیس استمارت برگ بون اما ما خاتونا در ما پتی رستون سلگوی مکن در فنده زخن یول خوز در فندیکتا. На наше предложение снять сюжет о ней она, не задумываясь, категорически отказалась. Природная скромность. Долгие уговоры, долгие часы съемок, поиск респондентов, охота за нужным кадром. Работа пошла. Хатуна Казиева, несмотря на долгие годы работы в кадре, казалось бы, уже привыкла к вниманию. Все же смущалась и уходила от объектива камеры. «Пусть меня будет меньше», — повторяла она. А из интервью лишь поздравление к Международному женскому дню. И вновь она демонстрирует свой изумительный осетинский язык. خدمت هجه والده جناو والده صارد ما أرباح هست نوكم ولفت ويا سلقوي مقدرو صارد أرزق أما الكت سلقوي مق ودسكم در والده قوات قرزق رايزست أما آموجن ميد بالخوتي ما صاردك أبخنتل ولا خيس كانت. Зарина Кочева, Геннадий Мамитова, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 8 марта. В Знаурском районе республики завтра, 8 марта, переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 1. В Завском районе переменная облачность, днем плюс 10, ночью плюс 3. В городе Квайса переменная облачность, днем 8 градусов тепла, ночью плюс 2. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность, днем плюс 9, ночью плюс 2. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 2. На этом наша программа подошла к концу. Я, Ирина Джуоева, прощаюсь с вами, а прямо сейчас смотрите специальный репортаж о заседании сопредседателей Женевских дискуссий, прибывших в республику для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой очередного раунда дискуссий.